Жизнь – это движение, а значит спорт – это жизнь. Вот уже более 2 недель, как идет строительство мини-футбольного стадиона в Верхней Маркуле. Маркульцы всегда славились своей тягой к футболу, но стадиона, где бы они могли заниматься, у сельчан не было. А ведь здесь густонаселенное место, можно сказать, центр села. Каждый раз, чтобы играть в футбол, молодежи приходилось ездить в Нижнюю Маркулу, где 2 года назад был построен стадион за счет республиканских средств. Но это было неудобно и не всегда получалось, ведь не у всех есть автотранспорт, и идти пешком 5-6 километров не так-то легко. Ширина нового спортивного объекта 20 метров, длина 40 метров, высота ограды 4,5 метра. Также будет установлено 16 светильников и уложен искусственный газон толщиной 4 миллиметра. Одним словом, стадион будет соответствовать нормам международного стандарта. Сейчас мы расчистили территорию, выемка грунта, надо грунт изъять, это грунт там есть годный, есть негодный, мы на это не смотрим, засыпаем все это балластом, разравниваем, укатываем по периметру, фундамент делаем. В пятницу или в субботу залито будет где-то 115 кубов бетона, это вместе с фундаментом и с полем. Дальше уже сварщики приступают к своим делам, каркас, ограда. За это время мы привезем этот самый искусственный газон, там он состоит из резиновой крошки, кварцевого песка и так далее. Там свои технологии есть, обычно это краснодарцы приезжают, нам делают. Разметка, ворота, все как полагается. Заказчиком является ОКСА. Работы выполняет госкомпания Псныргылара. По поручению президента на строительство данного мини-стадиона из республиканского бюджета было выделено 6 миллионов 300 тысяч рублей. Маркула – большое село. И стоит отметить, что местная молодежь подает здесь большие надежды в спорте. А если говорить о футболе, то в него любят играть как молодое поколение, так и люди в возрасте. Поэтому, собрав подписи, жители села обратились к президенту с просьбой построить им новый стадион. Буквально за, там, скажем, год-полтора осуществили нашу просьбу. А у нас в селе, это у нас 2-й стадион будет, так как село Меркула территориально очень большое село. В нижнем селе Меркула стоит стадион мини-футбольного поля. Это было 2 года тому назад. Опять-таки руководство страны посодействовало в этом деле. Большое им спасибо хочу сказать. А тут у нас, где мы стоим, центр села. Густонаселенный центр села, где собираются и молодежь, и взрослые, и мы все. Хочу поблагодарить руководство страны Аслана Георгиевича Бжания за такой проект. Нестор Селимоглы учится в 11 классе. Он любит спорт, увлекается дзюдо, самбо, а также футболом. По словам Нестора, он очень рад строящемуся стадиону. Мы ездили, допустим, в Обнос, там играли в футбол. И, честно, хотели, чтобы здесь тоже поле построили, сделали. Мы всегда старших просили, они тоже развиты в виде спорта, они тоже любят поиграть. Мы их просили, с ними ездили, там и играли, но все-таки это не у каждого. Во-первых, каждый день получалось туда ехать, там нас провести, привезти. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас в селе такое поле было, чтобы мы могли сюда подниматься и играться. Здесь для всех близко, по-любому будем играть. Очень рады из-за того, что здесь будет стройка идет. И очень хотелось бы поскорее поиграть в футбол. Согласно проектно-сметной документации, строительство данного стадиона должно быть завершено до Нового года. Однако, по словам Руслана Тванба, объект будет введен в эксплуатацию раньше. Такие же мини-стадионы будут построены в селе Акваске и в Сухуме. Все работы выполняются за счет средств республиканского бюджета. Лаура Капш, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.